Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот вышла первый день картошку копать. Погода, конечно, на сегодня сказали мелкий дождь, моросящий дождь, но пока погода, можно сказать, еще дождя нету. Солнышко вон выглядывает. И вот начала сама понемногу выкапывать картошку. Вон уже, можно сказать, полное ведро. Сейчас я вам покажу. Значит, я семена собираю. А здесь крупная картошка, там мелкая. Ну, можно сказать, что вот картошка у нас есть. Вон какая крупная картошка. Не скажешь, что мелкая. Но это только начала, можно сказать. Вон, только начала. А потом там уже посмотрим, и как пойдет картошка. Ну, может, здесь в конце грядок, как свекла, ведь тоже в конце грядок же крупная бывает. Может, и картошка здесь вот в конце грядок тоже крупная выросла. Вон разница какая. Здесь идеал мы посадили, а здесь другой сорт. Ну, Усть-Куломский, скажем. Потому что Раиса Ивановна привезла из Усть-Кулома семена. И я не знаю точно какая, но, как сама она говорит, Усть-Куломская. Вот. Придется ловить моменты, когда нету вот этих дождей. Вот. Сегодня, можно сказать, можно еще работать. Вот. И придется выкапывать понемножку, сколько сможем. Сказали опять, что сегодня будут дожди. Ну, мелкий дождь сказали. Может, и вообще не будет. Прогноз погоды иногда и тоже неправильно говорит. Но надеюсь, что хоть половину, может, меньше выкопаю. Ну вот, значит, выкопала картошку. Одно ведро вон полное, крупная картошка, а две остальные вон даже и семенные даже очень мало, не набрала еще. И вот еще попались две картошки гнилые. Вон даже вода выделяется. Гнилые. Я понимаю, если бы дожди шли круглосуточно, например, земля не высыхала. Да, тогда вот когда-то было такое, что много картошки гнилых попадались. Земля была сырая слишком. А в этом году же вообще, можно сказать, дождя и не было. У нас редко было. Земля вообще сухая. И почему-то вот картошка сгнила. Но это только вот две картошки. Только начала и две картошки вот увидела. А дальше что будет, не знаю. Посмотрим. Вот этот сорт, усть-куломский сорт. Хочу показать, сколько много картошки. И картошка вон какая крупная выросла. В одном, как сказать, в одной лунке, в ямке, или как это сказать, вон сколько картошки. Сентября, если может бы было, может еще бы выросла картошка. Очень много. И на вкус очень вкусная. И когда готовишь, не разваривается. Нам очень нравится эта картошка. Набрала 3 ведра крупной картошки. И вышла одна семенная. Ведро вот наполнилось, полное ведро. Ну а мелкая еще не заполнилась. Получается 3 ведра на одну семенную картошку выходит. 3 крупных, одна семенная. Но я на сегодня картошку копать закончила выкапывать. Значит, у меня получилось 12 ведер крупной картошки, 5 семенной и 4 ведра мелкой картошки. Сейчас покажу, сколько гнилой картошки я нашла.
Это здесь в кучу я собрала. Вот, значит, это вся гнилая картошка. Почему-то вот гниет. Не знаю почему, из-за чего это зависит, непонятно. Ну, вот половину, но меньше половины, наверное. Меньше половины выкопала. Ну и дождь начался. И пришлось оставить. Мешки уже быстро занесла домой, чтобы не намокло. Мешки занесла уже. Но потом, не знаю, если завтра дождей не будет, то придется выйти и дальше работать на грядке. Кошка вместе со мной в мешочек залезла. Малыш! Интересно, если дома коробка, в коробку залезает, а здесь в мешочек залезла. Малыш! Шук! Вот интересно им залезать в мешки, коробки почему-то. Прибежала. Играться ведь любит. Пол грядки я вскопала. Ну, конечно, не за один день, так как погода тоже не позволяет. То дождь, то солнышко выглядывает. Вот. Вот, значит, гнилая картошка. В кучу собрала. Где-то там еще есть. На этой стороне вот гнилая картошка попадалась. Не знаю, как потом дальше. В других местах будет или нет. Я собрала с этого места 30 ведер крупных картошек и 15 ведер семенной получилось. Ну, мелкую картошку не считала. Может 10, может больше ведер стало. Не помню сколько. Вот. Значит, этот участок картошки я выкопала. А теперь потом перейду на другое место. Буду возле дороги копать. Вот там, наверное, много картошки будет попадаться из-за того, что там проволочника очень много. Ну и здесь даже попадались картошка дырявая, и проволочника даже в картошке даже выползают оттуда. Вот. Ну и все также жалуются у нас, что у всех проволочники появились. Раньше такого не было, конечно. Вот. Ну, могу сказать, что картошка средний урожай. 2 года назад помнится, что мы собирали вообще 45 ведер здесь. Я тогда копала с Анной Николаевной и ее дочкой. Царствие ей небесное. Хорошая женщина была. Очень разговорчивая, веселая, такая добродушная. Никогда ни в чем не отказывала, если позовешь, ну, помочь, вот, чтобы она помогла. Вот. Ну и вот, хочу сказать, что жаль, что, конечно, ее нету. Вот картошку копала, ее вспоминала тоже. Как здесь она свои интересные истории рассказывала, пока копали. Вот. Да. Ну, Сейчас покажу помощницу. О, зовут Анна. Отчество скучно, Николаевна? Анна Николаевна. Вот. Очень хороший помощник, очень веселая женщина, очень хороший помощник, но не хочет разговаривать на русском. На русском, а не умеешь, нет разговаривать. Обязательно. Обязательно. Бул ведро. Тут надо посчитать уже потом. Силен муйкес. Вот это они, наверное, кутен кавра раден. Силен Ну, муйкес, коври смыча.
Говорит, Видишь, что у Авроры цвет другой. Таня говорит, что... Хотела бы добавить про Анну. Она была хозяйственная, трудолюбивая, чистоплотная, очень чистоплотная. И она даже очень любила выпекать шанишки. И у нее это очень вкусно получалось. Вот. Ну, очень такая хорошая женщина была. Пусть земля ей будет пухом. Почему-то вот вспомнилась ее. Вот. Ну и в этом году, конечно, 30 ведер крупной картошки. Но ничего, посмотрим дальше. Еще много еще надо вскопать. Картошка еще в грядках еще много. Вот. Погода не знаю как. То дожди. Ну вот сегодня вот с утра был тоже дождь. Ну, погода все равно пасмурная. Вот пока дождей нету, придется дальше копать. Потом приедет у нас Раиса Ивановна, и будем вместе с ней вдвоем. Дети все работают, так что они не приедут. Ну, на этом я свое маленькое видео заканчиваю. До новых встреч на нашем канале. Всем пока!